Дорогие друзья, хочу для начала выразить слова признательности яхтовцам, которые в таком достаточном количестве, большом количестве пришли сегодня на нашу с вами встречу. Спасибо вам большое. Также слова огромной благодарности главе администрации села Кюрян Араеку Вагаршаковичу, начальнику отдела образования Сухумского района Сансане Юлии Закановне и директору этой замечательной школы имени Баграмянцев Алверсяну Роберту Сергеевичу за оказанную помощь для проведения нашей сегодняшней встречи. Дорогие друзья, хочу сказать вам еще раз большое спасибо за то, что вы здесь собрались в таком количестве. Как вы знаете, в Абхазии 15 февраля пройдут выборы президента Республики Абхазия. В этом зале очень много узнаваемых людей. Это и бывшие депутаты, и действующие депутаты, поэтому я сейчас не буду каждого перечислять. Скажу так, что сегодня на встречу с вами, с избирателями, пришел кандидат президента Республики Абхазия Адгур Амиранович Арзева. К сожалению, кандидат в вице-президенты Абхазии Алхаз Владимирович Деньджал находится в командировке и по понятным причинам он сегодня отсутствует. На Псху находится, да. Тоже в Сухумском районе. Тоже в Сухумском районе, да. Прошу, присаживайтесь. Представлять кандидатуру Адгура Амирановича, я надеюсь, вам не нужно. Адгур Амиранович Арзева не новый человек в абхазской политике. Около 5 лет этот человек возглавлял большое ведомство, нужное Министерство экономики Республики Абхазия. Был вице-премьером нашего правительства. Кандидат в вице-президенты Алхаз Владимирович Деньджал был депутатом абхазского парламента того созыва. Это люди легко узнаваемые в абхазской политике. Они словом и делом, не только словом, а делом доказали свою профпригодность. Поэтому я вспоминаю нашу совместную работу с Адгуром Амирановичем. Около года всего он работал на посту министра, когда нас позвали к нему. Придя к нему в кабинет, мы узнали, что его на рабочем месте не оказалось. Он находился в командировке. Но все главы посмотрели и не поняли, что дальше нам делать. Но нас уверили, что через полчаса Адгур Амиранович проведет совещание по телевизору. В 2016 году Адгур Амиранович уже вводил новые технологии, новые веяния. Где бы он ни находился, он держал руку на пульсе и отпускал то, что должен был делать министр экономики. Это вот показательно. После этого прошло 9 лет. И мы имеем то, что мы имеем. Сейчас вот на правах ведущего я не хочу далеко заходить. Формат нашей встречи сегодня предполагает выступление, ваше выступление, желающих, выступление самого Адгура Амирановича и вопросы-ответы. На ваши все вопросы будут даны, надеюсь, исчерпывающие ответы. Поэтому сейчас слово имеет активист нашего штаба Ламилава Амиран Георгиевич. Прошу.